Доля потребления общественных зданий в общем энергетическом балансе Кыргызстана составляет порядка 50%, опережая промышленность и транспортный сектор. Пути выхода из этой актуальной проблемы обсудили сегодня руководители госорганов, эксперты, а также специалисты в области энергетики. Как отметили участники, большая часть потребления электроэнергии приходится на жилые дома. По словам экспертов, на 1 квадратный метр площади помещений Кыргызстан в среднем потребляет в 5 раз больше энергии, чем развитые страны. У нас идет очень большой расход, и это означает, что мы теряем почти 70% энергии, которые расходуем на здание. И это влияет тоже на экологию, на тот же самый смог. То есть нам приходится больше сжигать, чтобы отапливать здание. Если мы начнем сейчас заниматься политикой энергоэффективности, ставить, скажем так, давать льготные финансирования, давать налоговые преференции, поощрять поставщиков зеленых технологий, помогать людям, чтобы достигать энергоэффективности, то есть это может напрямую повлиять, с одной стороны, на экологию, с другой стороны, конечно же, на бюджет этих же, людей, которые пытаются отапливать свои здания. И в-третьих, это может помочь энергетической независимости страны. Вопросам энергосбережения в Кыргызстане уделяется определенное внимание с начала 2000-х годов. С тех пор был принят ряд стратегических нормативно-правовых актов в данном направлении. По словам начальника отдела развития и мониторинга ЖКХ Госстроя Максата Амираева, в прошлом году в Кыргызстане начали работать сертифицированные специалисты, которые проверяют все здания, в том числе и строящиеся, на энергоэффективность. Всего, как отметил Амираев, существует 7 классов энергоэффективности от А до G. Все объекты, находящиеся в процессе проектирования и стройки, должны соответствовать классу Б. И второй класс, класс Б, правительство в 2013 году обусловило, что все вновь построенные и реконструируемые здания должны соответствовать классу Б. Класс Б довольно-таки амбициозный, хороший показатель, он вполне достигаемый при современном наличии материалов, технологий, которые принимают наши строительные компании и наши граждане. Класс Б, он подразумевает, что здание потребляет оптимальное количество электрической энергии и тепловой энергии. И при этом человеку находиться в данном помещении ему комфортно и приятно. Большинство общественных зданий, по словам экспертов, было построено еще в 1970-80-х годах без особого внимания к аспектам энергоэффективности. Эти объекты имеют неудовлетворительную теплоизоляцию и не отвечают стандартам температурного комфорта. В них используются старые котлы и системы с высоким уровнем энергопотребления. Потому сегодня, как отмечают специалисты, необходимо проводить политику энергоэффективности, обновлять электросистему домов советского стандарта и совершенствовать действующий закон об энергетической эффективности зданий. В первую очередь хотим, чтобы нормы закона об энергоэффективности начали выполняться. То есть это значит, все новые здания, которые проектируются и строятся, они должны быть сразу энергоэффективны. И это уже законно предусмотрено. И также, чтобы они проектировались правильно, мы как раз вносим изменения в существующие старые СНИПы советского периода и обновляем их с учетом энергоэффективности. И таким образом, проектные институты должны начинать их применять, и чтобы все новые здания, которые к нам уже будут в Кыргызстане появляться, они уже были теплыми, скажем так, и меньше потребляли. Хотя бы на 3-4 раза меньше потребляли. Теперь перед госорганами и экспертами стоит общая задача по разработке эффективного механизма и инструментов для внедрения и обеспечения соблюдения пересмотренных строительных норм и правил, отметили специалисты. Мерима Албекова, Адилет Марспеков, 5 канал.